привет! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы обсудим с вами, необходимы ли бюджетные места в вузах с ректором СВФУ Анатолием Николаевым. Дорогие друзья, внимание на экран. Поступление в университет – важная глава в жизни многих россиян. Для поддержки системы высшего образования в России широко практикуется бюджетирование учебных мест. Однако эффективность бюджетирования может ставиться под сомнение, поскольку все больше выпускников вузов работают не по специальности. Анатолий Николаевич Николаев – ректор СВФУ, крупнейшего вуза на северо-востоке нашей страны. Доктор биологических наук, действительный член Академии наук. Свою карьеру он построил собственным умом и большим упорством. Период аспирантуры Анатолия Николаевича совпал с тяжелым периодом 90-х. Однако энтузиазм и уверенность в выборе профессии поспособствовали становлению Анатолия Николаевича как профессионала. Ректор СВФУ в своем обращении к выпускникам 2021 года отметил, что с дипломом родного вуза им открыты все двери. Справедливо ли то, что, обучившись на бюджетных местах, выпускники вузов работают не по специальности? И нужны ли в России бюджетные места? Получение высшего образования, безусловно, важный этап в жизни каждого человека. И чтобы разобраться в этой проблеме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты — это те, кто считает, что бесплатное высшее образование необходимо в нашей стране, но является тем социальным трамплином для молодого поколения, которое хочет стать профессионалами. Самое главное — это нужно улучшать работу, профориентационную работу, проводимую в школах. Пессимисты же считают наоборот, что многие студенты, обучающиеся на бюджетных местах в вузах, не ценят данную ситуацию. И дальше не идут работать по своей профессии, так как воспринимают бюджетное место как способ получения диплома. Итак, друзья, определяем зоны. Оптимисты будут справа, а пессимисты слева. При этом важно перетянуть на свою сторону как можно больше людей из противоборствующих. Соответственно, друзья, приводим максимально убедительные аргументы в пользу своей позиции. Итак, друзья, делимся. Итак, встречаем нашего героя. Человек, сделавший себя сам. Ректор СВФУ Анатолий Николаевич Николаев. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Сейчас вам дается ровно минута, чтобы вы могли рассказать о себе. Я не сразу вот стал ректором, да, конечно же, прошел довольно-таки долгий путь. Все-таки и работал и кочегаром, работал, учился в нашем биологическом факультете, закончил, остался в аспирантуре, закончил, поработал и лаборантом, и ассистентом, да, и, конечно, я самый последний защитился на кафедре ботаники кандидатскую диссертацию, да, и не выдержал конкуренции, да, и в этот момент мне поступило предложение стать научным сотрудником Института биологии. Год там поработал, потом пригласили в Институт мерзлотоведения. Там я поработал где-то более 10 лет, сделал докторскую, да, и потом пригласили поучаствовать на конкурсе декана родного биологического факультета. Мои учителя, профессора меня поддержали, да, стал деканом. Ну, остальные уже у всех на виду, наверное, был и директором Института естественных наук, да, стал проректором. Потом, пройдя большой конкурс там комиссий там, и так далее, стал ректором. Да, я сейчас уже более 2,5 лет являюсь ректором нашего университета. Самое главное, это все зависит от команды, да, и команда, которая меня понимает, меня окружает, да, и мне повезло с людьми, с которыми я работаю, да, и надеюсь, мы преобразуем наш университет таким образом, да, что он станет одним из лучших, по крайней мере, в нашей стране. Спасибо, аплодисменты. Сейчас небольшое блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы, быстрые ответы. Хорошо. Итак, первый вопрос. Трудно ли быть ректором? Ответственность ректора намного больше, чем на всех должностях, на которых я был. С какими сложностями вы сталкиваетесь в своей работе?
Сложности, ну, сложностей всегда хватает, да, на любой должности, да, и самая главная сложность – это нехватка времени. Что нельзя делать ректору федерального вуза? Ну, что нельзя? Нельзя идти против своих принципов, да, принципов своего университета. Да, это самое главное. Я считаю вот так. Потому что если ты свое «я» выставляешь больше, чем это нужно университету, то ты уже не ректор. Как вы проводите свое свободное время? Свободное время, ну, если считать свободное время из того, что я сейчас в последний момент начал заниматься своим, ну, здоровьем не скажу, да, но здоровым образом жизни, да, каждое утро я бегаю, да, вот это для меня свободное время. До где-то 7:30, да, ну где-то без 15:08 я уже пробежался, там километров 5-6, а потом уже начинаю работать над документами, а вечером... А как вы отдыхаете? Ну, сейчас пока, ну вот сейчас пока сижу с вами, работаю, я отдыхаю. Есть ли у вас мечта? Ну, каждый раз, когда человек мечтает, это ставит какую-то цель. Да. Сейчас у меня пока я являюсь ректором, у меня мечта сделать наш университет еще лучше, да, чтобы университет был своего рода уникальный, имел свою изюминку, да, и стал одним из своеобразных университетов в Арктике и на Дальнем Востоке. Итак, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе и, соответственно, подискутировать нашу тему. Справа от вас расположились оптимисты. Это те, кто считают, что бесплатное высшее образование в России необходимо, поскольку это является социальным трамплином для того молодого поколения, которые хотят стать профессионалами. И самое главное, нужно делать упор на эффективную профориентацию в школе. Слева от вас расположились пессимисты. Они считают, что многие выпускники вузов не работают по специальности, поскольку не ценят бюджетные места, предоставляемые вузами, и воспринимают вуз только как способ получения диплома. Так, дорогие друзья, мы сейчас обращаемся к вам. Пожалуйста, поделитесь, почему вы заняли ту или иную позицию, чем обусловлен ваш выбор. Ну и давайте начнем традиции с оптимистов. Считаю, что справедливо, если человек поступает в бюджетное место, так как он до этого готовился, сдавал экзамены на высокий балл и, соответственно, поступил в высшее учебное заведение на бюджетное место. Например, после 4 лет бакалавриата человек может пойти в магистратуру, и там он может немножко поменять свою специальность, то есть смежную, там похожую, как бы. Это очень хорошо, что человек может выбрать узкую специальность. Далее. Что касается того, что люди работают не по специальности. Я немножко подготовилась и прочитала, что по исследованиям компании HeadHunter в последнее время более 40% выпускников работают не по специальности, получивших высшее образование. И основной причиной явилась низкая заработная плата. И поэтому хочу сказать, что люди, кто меняет специальность, они это делают не потому, что они хотят, а вынужденно. В первую очередь из-за низкой заработной платы. У меня такое мнение. Интересно, спасибо, аплодисменты. Послушаем пессимистов. Я считаю, что бюджетные места – это, конечно же, хорошо, но в большинстве случаев они достаются несправедливо. То есть потенциальные студенты, которые действительно хотят заниматься тем или иным делом, они идут к этой цели, но тут приходят такие студенты, которые, образно говоря, отбивают это место, чтобы получить чисто диплом. Потому что у нас сейчас как стали оценивать: у тебя есть корочка, хорошо, мы тебя принимаем. А человек, у которого действительно есть потенциал, он знает это дело, он хочет этим жить, развиваться в этой сфере, его, к сожалению, не берут. Пожалуйста, оптимисты. Бюджетное место – это хорошо для тех, кто не может поступить, оплачивая деньги, и он берет фактически своими знаниями, которые он приобрел в школе за хорошее ЕГЭ. И это хороший шанс для тех, чтобы стать хорошим специалистом, не имея при этом, может быть, хорошего финансирования с родителей или, в общем, да. Спасибо. Послушаем пессимистов. Пожалуйста. Ну вот как раз-таки ребята, у которых есть потенциал, которые этим хотят заниматься, им как раз-таки не хватает мест. Вот. Для них, мне кажется, и предназначены вот эти бюджетные места. Для тех, кто хочет стать именно профессионалом, Для тех, кто хочет стать именно специалистом, профессионалом той или
того или иного направления. Хорошо. Так, пожалуйста. Оптимист, еще мнение? Тот вопрос, который мы рассматриваем, конечно, является очень большим и комплексным. То есть система образования и сферы развития в России и в мире. Россия вот в рамках консолидированного бюджета тратит порядка 4 триллионов рублей вот последние годы на эту систему. И, конечно, это большое количество ресурсов. И это встает вопрос, конечно, о том, правильно ли эти ресурсы распределяются. И, конечно, здесь можно поддержать пессимистов в том контексте, что система распределения должна быть точечной, она должна быть уместной и профессиональной. Но, с другой стороны, если мы смотрим на общий контекст современного образования, я скорее склоняюсь как раз к нашей позиции. Потому что, если мы посмотрим, вот современное образование, которое получают молодые люди, оно является комплексным. То есть мы получаем не только hard-скиллы, то есть те профессиональные компетенции, которые мы должны иметь как учителя, как геологи, как химики, но и софт-скиллы, то есть вещи такие, как коммуникативность, широта кругозора, такие аспекты, которые позволяют человеку ориентироваться в современном комплексном мире. И это становится возможным только в том контексте, что когда молодые люди приходят вот в атмосферу вуза, в атмосферу высшего образования и получают эти возможности, они наращивают горизонтальные контакты, связи со своими сверстниками. И таким образом они в итоге находят себя в той или иной стезе, которую они считают более близкой к себе. И таким образом они как раз самореализуются и обеспечивают более лучшие условия для экономики и общества. Поэтому я считаю, что образование, полученное не по специальности и работа, это не всегда плохо. В принципе, так. Спасибо. Пессимисты, пожалуйста. Хорошо, давайте посмотрим в будущее. Вот представим такую ситуацию, да, да, ты молодой студент, да, вот, получается, тебе открыты все пути, но потом резко так случилось, что ты уже постарел, вот, и, тем, что ты сейчас занимаешься, да, вот, получается, там, или же фрилансом, там, да, или чем-то еще, что дает именно тебе больше денег, чем работа по специальности, резко как-то становится неактуальным просто. То есть уже это никого не волнует, никого это не интересует, а вот на образование можно всегда опираться. Это как, получается, что-то между спасательной шлюпкой, вот. Спасибо, аплодисменты. Пожалуйста, еще мнение? Самым главным критерием после выпуска, да, то, что вот студенты, выпускники не могут трудоустроиться. Вот сказали то, что вот заработная плата меньше, поэтому вот вынуждены они должны менять свою профессию. А есть еще фактор то, что в работу не берут выпускников без стажа работы. Интересно послушать мнение Анатолия Николаевича. Соответственно, справедливо ли вот то, что работодатели ставят такие условия? То, что вот сильно себя отбирают, как правило, людей, которые уже имеют какой-то опыт работы. У меня была, когда я был ассистентом, у меня заработная плата была 4,5 миллиона рублей. Тогда в какое-то время там мы все были миллионерами, да? Но охранник в банке получал 20 миллионов рублей, да? 4 раза больше, чем я, который приходил раз в 4 дня. И я очень хотел заниматься и наукой, да, и преподавать, и так далее. Было это мое желание, да. И хотя я имел семью и так далее, да, я все равно там остался, да. И вот результат, что через определенный путь я достиг того, что может быть примером, да, для того, чтобы не сразу вот требовать деньги, да, а сперва нужно себя реализовать, только тогда будет. А насчет того, что бюджетные места забирают, это не так, все-таки это на конкурсной основе, да, если, например, ЕГЭ большое, да, то конечно, можно было поступить на ту специальность, которую ты хочешь. Да, для этого нужно было сдать ЕГЭ тоже на определенные высокие баллы. Но я бы хотел, чтобы в школе, да, баллы ЕГЭ не были бы панацеей. Человек может поступить даже и на коммерческой основе, да, достигнуть достаточно больших специальных целей. Мы хотим, чтобы молодые люди начали думать, анализировать, да, и иметь свое какое-то мнение. Да. А так, что у меня баллы ЕГЭ очень большие, да, но я просто знаю, как решать ЕГЭ. Да, а каким образом именно вот это происходит. Да, вот. Почему так идет? Да? Почему правильный ответ вот этот, а не вот этот? Да? Вот если вот этого нет, то если даже вы поступаете в высшее учебное заведение, да, то учиться достаточно тяжело.
да, и человек не выдерживает, да, и как раз те люди, которые наоборот мотивированы, да, начинают вот из бюджета уходить, да, из коммерческого переводить в бюджетное место, да, и, конечно, вот этот человек, который больше мотивирован, достигает больших целей. Ну и, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю Анатолию Николаевичу Николаеву, ректору СУФУ. Давайте начнем с оптимистов. Анатолий Николаевич, как вы относитесь к единому государственному экзамену? Это есть возможность выбора в широком плане этого слова для абитуриентов. Анатолий Николаевич, получается, вы поддерживаете систему ЕГЭ? ЕГЭ, да, ЕГЭ поддерживает, да, но в смысле как процесс поддерживает. Но в плане выбора, да, вот для того, чтобы этот процесс был сейчас в современном мире более вот такой в широком плане доступный для абитуриентов, в этом плане да. А для качественной оценки, стопроцентной оценки знаний я бы 100% бы не сказал. Хотя, конечно, общий уровень дает, но какие-то нюансы, конечно же, оставляет. Вот такие. Мы уже начали вести интенсивы со школами. Да? Сейчас мы предлагаем, университет предлагает свои услуги, да, раннего выявления навыков или склонностей будущих абитуриентов. Да, это вот уже со среднего звена. Мы делаем тестирование и так далее. Да, и уже работая с родителями, с ребенком, уже направляем. Это гуманитарий, это технарь, это более точным наукам и так далее. Да, это вот это, может быть, поможет вот ранней ориентации. Да, вот тогда уже человек, уже имея какую-то направленность на поступление или там выборе будущей профессии, уже целенаправленно будет готовиться к тем же ЕГЭ. Да, и тогда это будет намного лучше. Скажу еще больше, да, вот когда я обучался в Сколково, да, вот в школе ректоров, да, там тоже был такой вопрос. Если, например, большие компании, ну, авиационные компании, когда они вели профориентационную работу со школ при поступлении, да, вот после того, как они заканчивают, на целевое поступают, потом после этого сохранение, потом, когда они идут в эту компанию, где-то до 90%. А вот эти вот компании, которые начинают работать с середины университета, где-то процентов где-то 60, где-то вот так. А те, кто уже отбор делают в конце обучения, да, там где-то 30, не более 50. То есть, получается, чем раньше ты начинаешь работать с ребенком и ориентируешь его на ту или иную специальность, на ту или иную профессию, тем больше процент того, что он будет целенаправленно идти к своей, ну, извиняюсь за тавтологию, к своей цели, да, к своей будущей профессии. Давайте послушаем оптимистов. Анатолий Николаевич, в ходе обсуждения мы как раз подняли вопрос по поводу трудоустройства выпускников. И в этой связи у меня как раз вопрос относительно так называемых целевых договоров. Получается, у меня у самого есть знакомые выпускники, которые и поступили по целевому договору после обучения, и те, кто не поступили. И, соответственно, в этой связи у меня вопрос, собственно, как СУФУ работает в этом направлении, в реализации вот этой практики. По трудоустройству, конечно, есть два вида целевых мест. Это федеральные места, там определенный процент мы даем на то или иное направление. Да, и где-то 450-60, где-то около 500 на целевые места студентов каждый год к нам поступают. Да. И потом после этого они дальше идут работать. Так называемые целевики РФ. Да, целевики, да. Но есть целевые места еще и по республике. Хотя нам очень хотелось, чтобы от республики тоже было больше целевых мест, потому что в основном эти были целевые места на медицинские направления, на педагогические направления. Да, но то, что после того, как вот человек целевой заканчивает, да, потом, когда по окончании, иногда бывает такое, что УЛУС говорит, нет, у нас вакансий по этому направлению нет. К сожалению, иногда вот так бывает, и делают просто-напросто отписку, ну, письмо, то, что у нас целевых мест, просим дать там свободный диплом, и получается он подводит молодого человека. К сожалению, это иногда вот такое бывает. Но это, знаете, почему получается? Потому что руководители иногда не анализируют то, что будет через 5 лет. Да? Ну, сейчас, когда мы делаем запрос в наше министерство, да, они просто там дают, ну, комитет, ну, биржи труда, там, занятости и так далее, да, и они вот отправляют нам, сколько вакансий на данный момент. Они просто, у них данных нет, сколько вакансий будет через 5 лет, да, поэтому вот в целях вот этого, для того, чтобы более точечно подготовить человека, мы идем на более гибкие системы, да, и на вот те же самые индивидуальные траектории.
Потому что, вот, может быть, эта специальность потом преобразуется в совсем другую траекторию, и этот человек найдет свою работу. А насчет вот, трудоустройства, это один из методов мониторинга эффективности университетов. У нас где-то трудоустройство доходит в год где-то 96, где-то 7% трудоустраиваем. Да? По специальности больше процент, я сейчас точно не скажу, но в течение года мы, конечно, каждого своего выпускника берем на контроль, да, и трудоустраиваем. Потому что у нас есть центр карьеры, который вот этим именно занимается. Да, есть вот такая вакансия, анкеты и так далее. Мы даже учим их, как себя подать в лучшем виде, да, вот как анкету заполнять, где какие вакансии есть по его специальности и так далее. Да. И мы, самое главное, еще мы в течение 3 лет мониторим каждого своего студента. Не просто там вы выпустили диплом, дали и забыли. Мы еще в течение 3 лет каждого своего студента поименно, пофамильно, где работать и так далее, это мониторим и отчитываемся перед федеральным министерством. Поэтому это достаточно серьезный вопрос вы задаете. Да, и поэтому очень рад, что вот молодые люди поднимают вот такие вопросы. У нас есть небольшой видеосюжет по теме нашего обсуждения, поэтому, друзья, внимание на экран. Как вы считаете, справедливо ли то, что, обучившись на бюджетных местах, люди работают не по специальности? Нет, конечно. Несправедливо. Не должно быть так. Не должно быть так. Раз за тебя оплатило государство, ты обязан все отрабатывать. Несправедливо, конечно. До сих пор не нашел мой сын работу. Думаю, что нет, несправедливо, но с одной стороны, их же не берут, говорят, же опыта нет. А опыт как набрать, если их не берут? Как бы замкнутый круг получается, мне кажется. Я нейтрально к этому отношусь. У меня у самого нет высшего образования, поэтому я не могу сказать. Свобода выбора, мое мнение. Знаете, по-всякому разное бывает в жизни. Некоторые обучаются и идут по своей специальности дальше работать. Например, как я, обучается с красным дипломом, оканчивает и по специальности не идут работать. Нет, конечно. Несправедливо? Да, не конечно. Обязательно нужно учиться? Точнее, работать по той специальности, на которой обучились? Ну, как сказать, это все зависит от человека, внутреннего мира. Может, он, когда учился, у него уже появились другие планы. Все равно это зависит от ситуации. Как вы считаете, вообще нужны ли бюджетные места в России? Да, нужны. Обязательно. Почему? Да потому что не все имеют возможность оплачивать за учебу. Может, стоит перейти на другую систему? Допустим, в европейских странах у них нет бюджетных мест, у них есть стипендии, которые выигрывают наиболее такие потенциальные, да, грантовая система, выигрывают люди с наивысшим потенциалом. Может, на это стоит перейти? Ну, в принципе, да, было бы неплохо, конечно, перейти. Но все-таки бюджетные места, это и есть бюджетные места, да. Пусть бюджетные места, я думаю, будут, потому что не все могут позволить себе оплачивать, во-первых, обучение. А вот насчет грантов я, честно, еще не думал о таком вопросе. Нет, пусть так будет. Но надо найти работу. Раз учили, пусть находят работу. Да, думаю, да. Если либо сделать какую-то статистику, если, допустим, какие-то студенты потом не поступают, в дальнейшем не идут работать, то стоит сократить. Как вы видите из опроса, друзья, есть на самом деле разные мнения, при этом все же большинство склоняется к тому, что бюджетные места нужны. При этом, друзья, давайте зададимся вопросом. Может, в действительности перспективнее в последующем, вот если прогнозировать несколько лет вперед, будет лучше перейти на систему стипендий, грантов? Что вы об этом думаете? Ну и давайте начнем с оптимистов. Давайте будем называть вещи своими именами. Во-первых, мы живем в России. Мы живем в Якутии, и то, что деньги сейчас в наше время решают очень много. Если запустим мы такую систему, мне кажется, людей с образованием будет намного меньше. Они все будут работать не то, что не по специальности, а вообще даже без образования, и в случае чего у них не будет даже корочки. И те люди, которые поступают сейчас на бюджетной основе, у них априори, наверное, превышает процент на 70% то, что они не могут себе позволить учиться на платной основе. А те люди, которые все равно решаются поступить на платную основу, у них, получается, есть возможность. Если они на это соглашаются, значит, они могут себе это позволить.
Давайте послушаем. Мне кажется, что все-таки данную систему нужно у нас внедрить. И, как говорят некоторые люди, человек будет получать корочку за что-то. Он будет получать корочку как специалист, а не просто как корочку. Спасибо. Так. Да, нужно это заслуживать в любом случае. Хорошо, еще мнение? Присоединюсь к мнениям выступавшим с нашей стороны. И еще хотел бы подчеркнуть один такой момент, то что распределение выпускников в современном обществе и экономике построено на рыночных основах. И там, где, собственно говоря, более лучшие условия, где больше денег, туда люди обычно и идут по законам здравого смысла. Но при этом есть такой аспект, что есть некоторые узконаправленные специальности, скажем так, которые выполняют важную социальную функцию, которые, допустим, при отмене тех же бюджетных мест, они перестанут, они вообще могут исчезнуть, примеру, значительно сократиться. Да, конечно. Вот, к примеру, у нас в Якутии порядка 129 национальностей есть, и многочисленные из них являются представителями коренных малочисленных народов Севера. И, соответственно, перед ними стоит вопрос о сохранении родного языка. И вот СУФУ, к примеру, проводит работы по специальностям подготовки учителей венкийской, венской, долганской и других языков. И я предполагаю, что, допустим, при сокращении бюджетных мест количество людей, стремящихся в эту область, может значительно уменьшиться. И это может ударить, экономически это будет оправдано, но с точки зрения социальной функции это может быть иметь очень плохие негативные долгосрочные последствия. То есть вы сейчас обозначаете то, что бюджетные места, которые у нас есть в России, они именно имеют такую социальную ориентированность. Ты согласен с тем, получается, то, что в целом система стипендий, грантов, она будет оправдана, допустим, по каким-то специальностям, которые не так социально важны? Но можно не все направления, а только основные направления давать бюджетные места, а остальные места можно на грантовой основе можно сделать. Антон Николаевич, ваше мнение? Это с той стороны я, в принципе, в целом могу согласиться, но тут нельзя говорить о том, что бюджетные места это плохо или бюджетные места это хорошо. Государство почему дает бюджетные места? Конечно, бюджетные места не просто там мы отправили заявку, да, и сколько-то тысяч нам дайте бюджетное место, и сразу нам согласовали, дали, такого нет. С каждым субъектом Российской Федерации делается очень большой анализ, да, с правительством и так далее, да, на потребности подготовки тех или иных специалистов, в сфере образования, здравоохранения или культуры и так далее, да. И в целом по регионам делается анализ и дает контрольные цифры приема. И каждый год по мере потребности то ли увеличивают, иногда и уменьшают. Да, все это должно балансироваться, чтобы не получилось так перенасыщение специалистов в той или иной области, которые, конечно же, увеличат армию безработных. Да, поэтому мы каждый раз это анализируем. Насчет того, что бюджетных мест не должно быть и перейти на грантовую систему, в принципе, я с этим не согласен. Да, потому что бюджетные места — это, конечно, задача государства на подготовку тех или иных специалистов. Другое дело, мы должны еще, проанализировав, поработать не только над подготовкой кадров, да, но и над тем, куда пойдут эти кадры дальше работать. Если этого мы не обеспечим, да, хоть какое качество большого, хорошего качества специалиста мы подготовим, если рабочего места для этого кадра нет, то, получается, государство просто бросило деньги впустую. Да. Мы зарплату получили, отработали, да, человек выучился, да, а там дальше вакансия. Поэтому очень важно просматривать Да, поэтому очень важно синхронизировать две системы. Да, это в целом развитие большого макрорегиона, куда этот человек потом дальше пойдет работать, да, и систему там все равно бюджетных мест всегда бывает чуть-чуть меньше, чем потребности, да, потому что многие еще и по желанию поступают на коммерческие места. Далее, насчет системы грантов, с этим я достаточно согласен, да, потому что и министерство, да, и региональное министерство, и федеральное министерство, и правительство по отдельным областям все-таки очень хорошо объявляют конкурсы проектов молодых, гранты на те или иные, или научные, или социальные, или какие-то проекты, да, общественные проекты и так далее, для того, чтобы молодой человек, уже еще будучи студентом, реализовывал те или иные свои
желания или там планы. Но сейчас таких именно образовательных грантов ведь не имеется. Вот для того, чтобы я, допустим, я оформил проект, там, заявку, и я вот выигрываю деньги, чтобы оплатить свое обучение. Насчет основных образовательных программ, конечно же, нет. Я, по сути, если взять, да, вот то, что государство нам дает КЦП, это, по сути, тоже проект. Проект на подготовку кадров. Но если взять, по сути, да, нам платят, да, столько-то там миллионов рублей для того, чтобы мы подготовили столько. Но тут уже защищает этот проект университет, дальше, поступает. И поэтому у нас есть там люфт. Если там у нас по той или иной специальности, там, ну, например, если больше 10% бросают учебу, да, то мы за счет того, что мы не хорошо отработали, да, мы должны деньги вернуть государству, да, потому что по той или иной специальности мы плохо готовим, да, и многие бросили учебу. Над этим мы 2 раза в год мониторим, да, и отправляем отчеты и так далее. А насчет поддержки грантов по молодым или социальной поддержки, это постоянно объявляется, да, с этим я очень согласен, да, потому что, обучаясь, студент должен выйти не просто там человек с дипломом, а в широком плане человека высокообразованным и подготовленным специалистом. И то же самое скиллы, про которые говорили, они тоже должны быть. И в этом плане государство тоже дает гранты, даже вот через вот Россия страна возможностей, мы сейчас открыли центр, да, который будет давать скиллы нашим же студентам. То есть мы расширяем наши возможности, да, и человек получает не только там классические знания в той или иной области, но еще и как человек вырастает с какими-то другими навыками, которые ему не только в этой работе потребуются, а в целом в работе с коллективом понадобится. Те самые пресловутые социальные навыки, или как их именуют, soft skills. Да, soft skills и так далее, мы вот как раз... Хорошо, аплодисменты. Анатолий Николаевич, какой совет вы дадите участникам нашей сегодняшней аудитории? Уметь ставить перед собой цели, задачи, мечтать, да, и осуществлять свои мечты. Хорошо, спасибо, аплодисменты. Итак, ребята, наступил так называемый момент истины. Момент, когда вы можете поменять свою сторону. Пессимист, который убедился в аргументах оптимистов, может перейти к ним. И наоборот. Вот поэтому, друзья, сейчас определяйтесь с тем, какую окончательную позицию вы займете. Ну и давайте на счет 3 можно будет перейти. Так, 1, 2, 3. Все остались при своих мнениях. Замечательно. Давайте поаплодируем друг другу. Анатолий Николаевич, мы знаем то, что вы взяли небольшой презент для лучшего участника, на ваш взгляд. Кого бы вам хотелось выделить? Так, ну, с этой стороны, вот парень с Булунского очень хорошо изъясняет свое мнение, да, и так далее. Ну, и вот хотел бы вот отметить его. Хорошо. Да, с этой стороны, вот девушка вот начала, ну, тут, если бы у меня было 2, то вот рядом парня я бы тоже, но вот девушка вот очень активная, да, и с одной стороны и свое мнение держит, да, с другой стороны оценивать и мнение, ну, противников не скажу, а сидящих с противоположной стороны, да, поэтому вот девушка я бы. Хорошо, давайте поаплодируем, ребят. Ребят, пожалуйста, просим вас выйти на наш подиум. Хорошо. Давайте поаплодируем, ребята. Ну и, пожалуйста, ребят, давайте немного с вами пообщаемся еще. Представьтесь, как вас зовут, где вы работаете, учитесь. Давайте, наверное, начнем с девушки. Меня зовут Нелли, я студентка ГИКИ 2-го курса кафедры культурологии. Также работаю бариста. Круто. Так. Добрый день, меня зовут Новопрежий Александр. Я работаю в Министерстве по внешнесвязям и делам народов Республики Саха-Якутия. Серьезный человек. Здорово. Давайте еще раз поаплодируем. Ну и, дорогие друзья, мы вас всех приглашаем подняться на наш подиум, для того, чтобы вы еще могли немного пообщаться друг с другом. И с нашим гостем мы знаем, что остались еще различные вопросы. Пожалуйста, поднимайтесь, ребят. Это была программа «Я молодой». Подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт ayar.nvk и будьте в курсе о наших проектах. С вами были Антон Васильев и Лена Гагарина. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока!
Формат передачи достаточно интересный, да, есть и пессимисты, оптимисты, да, но мне понравилось то, что молодые люди умеют изъяснять свои мнения, свои какие-то мысли, да, и то, что никто не переместился, это говорит о том, что молодые люди достаточно хорошо ориентируются в вопросах, которые они ставят, да, и то, что сейчас достаточно актуальные темы на подготовку кадров прозвучали, да, и это интересует молодых людей, и это меня только радует. Подобные передачи нужны нашему обществу, да, и особенно нужны они молодым людям.